Масштабные учения МЧС прошли сегодня в Чувашском кадетском корпусе. Там тушили условный пожар и эвакуировали людей с 3-го этажа здания. В спасении были задействованы все пожарные части города, а также сотрудники Республиканской поисково-спасательной службы. По легенде, возгорание началось в цокольном этаже. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся склад с обмундированием. Администрация кадетского корпуса организовала массовую эвакуацию. Из здания быстро вывели учащихся и сотрудников учебного заведения. Но пожар развивался интенсивно, возникло плотное задымление. Из-за дыма и высокой температуры больше 30 человек не успели покинуть классы на 3-м этаже. Для эвакуации пожарные задействовали автолестницу. Нет, это 4-й будет. 4-й, 5-й? В итоге по лестнице удалось спустить 15 человек. Еще 20 эвакуировали из здания звенья газодымозащитной службы. Людям надевали специальные спасательные маски и выводили на улицу по внутренней лестнице. Пострадавшим тут же оказывали помощь медики. Параллельно пожарные обследовали здание для того, чтобы найти и ликвидировать очаг возгорания. Условный очаг пожара был обнаружен звеньями газозащитной службы, и своевременно силы и средства были направлены на тушение очаг пожара, и пожар, который развился в результате условного нашего воспламенения, он был потушен также своевременно. Сотрудники МЧС отметили хорошую подготовку всех служб, задействованных в учениях, а также администрации кадетского корпуса. Наши кадеты носят погоны, персонал нашего корпуса, так же как и кадеты, знают точно, что как им действовать, куда идти, куда эвакуироваться и так далее. Но, тем не менее, тренировки, они важны. А сегодня еще и совместно с сотрудниками МЧС, что это важно. Как говорят в МЧС, оценок проведенным учениям может быть 2 – удовлетворительно или нет. Так как сегодня все задачи были выполнены, люди спасены и пожар своевременно потушен, была поставлена оценка удовлетворительно. Юлия Скрябина, Екатерина Фомина, Никита Углев. Вести, Чувашия.